Ugh.
Так, всё. Всем здорово, всем привет. Всем привет. Так. Да, как говорится, прям с утра пораньше. Начинаем. Вдохновленный, так сказать, тем, что мне жена вышла на работу, тоже решил что-то поделать. Все дела дома закончил, вот и Сахта. После тебя мне тоже пока. Да? Ох. Блин, Ади. Да за шо? Да за шо? Блин, может быть камеру включить по-нормальному? О! Ну-ка, давай-ка настраивать. Ну, типа да. Так как будто бы интереснее, да? Ну ладно. Как вот так вот. What the fuck? А? Кто сказал мне? 8/7. И вот эти кадры у нас выключают за ходьбу. А, блин, вообще не то включил. Урок по году включился. Отлично. Давайте теперь добавим нод, называется Animation Player. В принципе, мы можем пользоваться анимациями, да, которые мы здесь настроили в Animation Sprite 2D. Но здесь у нас немного меньше контроля. Да что говно? Чем если мы будем пользоваться таким нодом, который называется Animation Player. Окей, может просто выключить его? Вот, ну хотя бы так. Вот теперь все работает. Окей, пошли. Ау. Шапка. Шапка, да? Ну, погнали. С этим, где там... А, не то.
Отвяжись. Так. О! Мгм. Было бы классно, если бы ты у меня кофе умел делать, да, Рота? Я бы сейчас сказал, сделай мне кофе, пожалуйста. Умеешь кофе делать? Ну, Нет? Нет-то. Умеешь-то? Остановились. Эм. Везде хаос какой-то, стрельба. Кстати, пинг не такой уж плохой. Хотя выходной день, в принципе. Наверное, мне приценило в Токио или еще куда. Хотя, возможно, даже токийский сервак, в котором полным-полно моих земляков с Якутска. Тоже может быть, да? Вполне себе. Бесшумный убийца. Ну, окей. Так, как бы мне так пойти? В принципе. Просто охеренно. Я думал, там островок есть, но нет, хер там плавал. Тут аптечка должна быть. Как раз похилюсь. Да. Так. Лабель. Блин, или все-таки вот так вот походить. Ну да, выбора-то особого нет. Придется так. Блин, они очень быстро друг друга поубивали. Здесь нас осталось где-то трое, считай меня. Нет, четверо. Сейчас, по идее, шуметь вообще не стоит. Не слишком близко. Блин, в кладбище Бланшет они, конечно, устроили перестрелку свою сраную. Это будет непросто. Доложу я вам. Вон он, чел бегает.
Блин, вообще непонятно, как по нему попадать. Это единственное оружие, которое подходит. Отлично. Подписка Александра оформлена. Миронова, спасибо большое за подписку на ютубе. И за то, что подписывалась. На Номе тоже, да. Хотя бы так, лично поблагодарю. Ёлки-палки. Блин, пойду еще воды себе налью, что ли. Так. О. Так. Наверное, стоит вот так вот. Я везде подписался, буду заходить. Печенька, шоколадка. Кстати, доброе утро. У нас 8:06 утра. Как настроение? Да хорошо, спасибо. Спасибо, что спросил. Я теперь домашний... Точнее, правильно будет сказать, я домохозяин теперь. Жена у меня первый день сегодня вышла на работу. Так что такое дело, да. Сейчас как народ соберется, будем изучать Godot. Движок игровой такой. Сам я графический дизайнер, из дому работаю. И сейчас вот гейм-дизайнером потихоньку становлюсь. В команде нахожусь одной. Теперь много свободного времени. Ну не то чтобы это свободное время меня жена отнимала, но... Как бы так получается, да. Учились или курсы? Есть курс геймдизайнера от Skillbox, но там практически задания такие, блин, довольно такие душные. Но я понимаю, почему они вообще существуют. Они довольно такие, на самом деле, хорошие. Но душные все-таки. Там типа надо поиграть кое-какие игры и разобрать их, то есть деконструировать их. Таким образом, например, я вполне себе охотно сделал деконструкцию Stanley Parable. Он был прикольный. Но потом мне сказали деконструкцию сделать по игре «Не кормите обезьян», «Do not feed monkeys». И там не то чтобы сложно, но мне капец как лень ударило. Что-то, блин, капец вообще. Сейчас это все востребовано, круто. Ну, наверное, да. Пусть сюда. Да. И потом еще власти вроде как заинтересованы в том, чтобы геймдев у нас поднялся вообще по всей России, по всяким разным этим местам. Блин, что тут происходит? Всякие разные издательства хотят открыть. Но это вроде как и инсайт, и вроде как и нет. Мы просто об этом уже как-то объявили. Какие-то новости ходили, но просто, я думаю, многие не в курсе насчет этого. Короче, в общем, тут и там всякие разные издательства потихоньку будут открываться на тех или иных субъектах России. У нас здесь в Якутске тоже начинает появляться один. И, в общем, все они будут заниматься тем, что будут проводить, наверное, какие-то гейм-джемы, инкубаторы и там прочие всякие разные мероприятия, которые будут нацелены на том, чтобы отобрать интересные игровые проекты, студии и потом продвигать их, типа финансировать их и, конечно же, получать со всего этого какую-то толику дохода, наверное, кто его знает. Спохватились называется. Ну, что-то такое, да.
Я еще это дело как-то связываю, знаешь, с чем? С тем, что... ну, по крайней мере, у нас здесь в Якутске тоже ребята так-то, оказывается, давненько занимаются геймдевом, оказывается. Я как начал вливаться в эту тему, вдруг начал видеть вокруг себя таких вот ребят. И много якутских игр всяких разных существует. И вот к чему я клонил. Потому что The Day Before вышла. Капец, какая блюдская игра плохая. Которая, блин, эти челики из Фантастика, вот эти вот братья Готовцевы. Я их еще называю братьями Сайдутовыми. Ну, Готовцами их назвать как-то не особо получается, на самом деле. Язык не поворачивается. Ну, короче, суть в чем? Суть в том, что как будто бы ребята решили как бы отстоять честь якутского геймдева и делать всякие разные игры. Ну, если они это раньше делали втихую, то сейчас они делают это в открытую. Как-то стал больше видеть таких ребят. А ты чем занимаешься? А то я все про себя и про себя. Все равно пока ничего не происходит тут. Ну как происходит все время, но я вроде как более-менее в безопасности. Ой, не надо, ребят. Вот ненавижу вот этих вот стрёмные твари. Где-то там наверху метка, надо подняться. Не помню. А, так она на улице. О, боже. Эта история длинная, но по образованию повар-кондитер, работаю на заводе укладчиком, поховщиком. О. И че? Да так бывает. Ну, нормально. It's okay. Я сам по себе много где работал. Нет, совершенно меня не удивляет, если что. Возможно, многих удивит, но меня это, скажем, ну, вполне себе, как бы, ну, it's okay, я так скажу. А, чертова мразь. Кем я только не работал в этой жизни. А, какая срань. Да, перечислю, кем я работал. Так, сначала я работал охранником в продуктовом магазине, когда мне было... Так, сколько мне было-то? 18 или 19? Потом в том же возрасте, чуть позже, официантом. Где-то в 3 общепитах успел поработать. Ну вот именно официант.
Потом, по-моему, успел поработать в каком-то колл-центре, где я занимался с этими холодными звонками, прохладными, я бы даже сказал, из разряда «Не хотите ли...» нет, я типа сначала поздравляю, говорю: «О, поздравляю, вы выиграли бесплатный массаж вашего лица у нас там, типа, где-то приходите». И там, короче, они приходят и им впаривают косметику всякую. Типа такого рода тема. Потом ушел в армию. После армии устроился работать в полиции. 8 лет проработал в полиции. 7 лет из которых я работал конвоиром. И 1 год следователем. А после стал графическим дизайнером. Ну, коротко говоря, как-то так. Много чего было, да. Да. Так что это совершенно неудивительно. В жизни можно стать кем угодно. Успеть, точнее, поработать кем угодно. Блин, вот сюда поставить, что ли, себе? Уголочек. Давай сюда. Воды себе налью. А? Кажется, ребенок играл. Узнаю этот стиль. Стоять и целиться. Хотя у него шансов никаких не было. У него был дробовик просто. Зачем он взял дробовик, я вообще не понимаю. Борнхейм.
Ромерыч. Ну такое. Так, ладно. А, тут эти собаки. Тут я думаю, чё не все. Охереть. Потные какие-то люди играют. Мывазик. Вот потные люди играют обычно в России по этой игре. Очень потные ублюдки. Просто потнейшие. Но в то же время и рофлить успевают, конечно. Вот судя по тому, какой у нас пинг, фотка типа, как будто бы я сейчас нахожусь не, ну, не в привычном понятии Азии. Может быть, не знаю. Хочется думать, что это Токио, но игроки все не конкретно из Токио. Отсюда где-то вот с Дальнего Востока. Типа Владивосток, Якутск. Вот это вот все. Капец чили, конечно. Буянит и буянит. А чё он стоит-то? Чё за народ, блин? Обычно в Таиланде такие игроки попадались мне. Ебанатство.
Хотя тут, наверное, где-то аптечка есть. Я уверен. Паскуда дерьма. Чмо. Знаете, почему он чмо? Потому что он еще и объединился с другим игроком. Как они это делают, я понятия не имею. Они просто одновременно нажимают найти игру или что по старинке. Капец. Как это до сих пор работает в соревновательных играх? Вообще не понимаю. Хотя это, конечно, не соревновательный режим, но вообще. Да чё ты... Просто подойдите друг к другу и решите, кто умрет первым, и все. Что-то исполняю. На договорничах бегают вместе. Издали-то было видно, что один чел бежит за другим. И не так просто, блин. Прибежали ко мне. Держась за ручки, блин. Какие уроды. Спасибо, Токсик, за подписку на канал. Спасибо. Но убил 3. Какой ценой? Ценой потраченного времени. Это бургер, да. Это просто надо такой делать. Показать-то. О. Маленький бургер. Только его плохо видно сейчас. Надо сделать фокус. Во. Почти. Во. Получилось. Да. Опять Азия. Ой, одну каточку тут сыграем. Потом, может, в другую игру пойдем. Должен быть, наверное, этот GTA марафон. По идее, всего 3 игры-то осталось. Ух, какие они же они здоровы на самом деле. Вот говорю, блин, всего лишь. I see, sorry. Иду домой. Давай, давай. Быстрейшего пути домой. Попутного тебе ветра. Вьетнамский бальзам. Вещь классная. Свежесть. Так. В Overwatch, что ли, поиграть? Поохеревать. Блин, там сейчас такие
ущербные игроки, это просто ужас. Кошмар просто. Overwatch уже никогда не будет прежний. Хотя он и раньше был таким. Не очень. Но, по крайней мере, как будто бы раньше игроки старались в нее играть. А нынешние это как будто бы, ну, чисто по року играют. Аену. Айна. Привет. Котик на стриме, да. Видимо, я. У меня просто еще кошка есть. Ну-ка, где она тусуется? Вроде была тут. Блин, я, получается, прям кошка-муж. Да. Ты, кстати, давно уже занимаешься стримерской деятельностью? Ну так, давненько. По-моему, 6 или 7 лет. Там в честь дня охотника. Сегодня день охотника, серьезно? Не знал. Ну как и я. Нормально. Не кажется ли музыка играет? По-моему, да. Вот где-то лошадь орёт. Чего? Это катана? Ну это да. Да-да. Так вот, по Overwatch мне вообще не зашел. Из онлайн игр я люблю только Fortnite. Ну, Fortnite прикольный. Вот что, это как бы отрицать никак нельзя. Мне Fortnite вообще уважение поднялось еще больше, когда они ввели режим нулевой высоты. Потом еще до этого, когда они еще вот начали вот устраивать все эти виртуальные концерты и там прочее. Ну, в общем, в Epic Games, вот, который вот занимается наполнением контента именно Fortnite, это вообще какие-то нереально крутые чуваки. Супер толковые ребята. Вот им реально руку пожал бы. Лего режим вообще найс, да. И гонки давай, лего режим. Вообще возможность создания своих игр. Там кастомных игр до хера. И хорроры есть, там прочее. Не, вообще мощно. В натуре классно, как сказал бы этот парень один. То есть лего режим настолько хорош, что у меня дети иногда его по настроению предпочитают вместо Майнкрафта. А это, между прочим, успех. Жаль, конечно, что нам теперь V-Bucks недоступны. Это нормально, это окей. Ну, хотя, конечно, ребята, которые любили донатить в это дело и покупать новые скины всякие разные,
Я бы вот впервые, в принципе, задонатил бы в Fortnite ради скина... Ну ладно, ради двух скинов, скорее всего. Ради скина черепашек ниндзя и ради скина Гоку из Dragon Ball. Все, больше, скорее всего, ничего не покупал бы. Я хер его знает, может быть, что-то еще купил бы. Я просто не знаю, какие там еще скины есть. Там просто скинов очень много. Очень много. Нормально. Ну да, черепашки ниндзя неожиданно крутые были. И также неожиданно крутыми оказались скины этого Драгонбола. Бдительный. А вот что насчет Ханта хотелось бы сказать. Хант, ну, он тупо хорош. Ну это чисто, знаешь, игра почилить и все в таком духе. Заодно и почувствовать вот этот вот приятный вайб вот этой вот самой игры. Ну, по-своему приятный. Тут звуки, вот этот визуал и там прочее безумно хорошо. Потом еще это вот единственная на моей памяти соревновательная игра, в которой, ну, ты вообще не гонишься за цифрами рейтинга и все в таком духе. Ты сюда заходишь чисто пострелять, побеситься. Привет, Вонка. Все в таком духе. Новый движок не вышел, да? Но мне вчера Арсен говорил, что они делают новый движок, но нет, пока еще нет. На CryEngine 3, по-моему, переносит эту игру. Интересно, как она будет выглядеть. Надеюсь, она вообще не будет тормозить. Вот самое главное. Оптимизация самое главное в этой игре. Визуал-то окей. Она и так хорошо выглядит. Да, я как будто бы даже сказал бы, что не вижу особого смысла переходить на новый движок. Как бы игра already окей. Блин, ему так хорошо там сидится. Давай, говнюк. А как меня так спалили, непонятно. Имеется в виду. Что я такого сделал? А, я типа базарю поэтому, что ли? Возможно, кстати. Я с открытым микрофоном играю. Меня монстры слышат, видимо. То, что я вот говорю буквально сейчас вам. Ну и этот чел, главное, меня тоже слышит. Че я столсую, вообще не понимаю.
Блять, да я его ёбнул! Катаной причем, ну почему? Да за шо? И чё? Не, ну пинга ублюдская просто, я не могу. Я не понимаю. Я его убил секунду 3 назад, а потом он меня стреляет, очухивается спустя 2 секунды, убивает меня, но потом умирает он. Блин, что за дерьмо вообще? Пинг высокий, вообще невозможно не играть. Ну серьезно. Это вот буквально тебе надо быть Николасом Кейджем, который был пророком. Короче, нахер эту Азию. Какой черт вообще? Так. О, выглядит плавно. Жена сделала диско-шар. А я ему сделал эту тему. Крепление крюком сверху. Шар весь сам состоит из пенопласта, поэтому клей, которым я пытался приклеить крюк, и вот жена пыталась это сделать, он разъедал весь пенопласт. И, короче, я просто додумался салфетки, бумажные полотенца запихать в дырку, пропитать их чутка вот этим вот клеем. Он не особо разъедал. Ну и нормально, как-то держится теперь четко. Вот правда, минус в том, что не хватило немного вот этой вот блестящей херни. Вот этих вот кусков стекла. Видите? Вот куски стекла. Вот тут не хватило. Надо еще заказывать. А так, конечно, выглядит прикольно. Особенно, когда солнце светит. Прям красиво. Это да. Ай, что-то у меня сомнения насчет того, что я смогу найти игру в России. Хотя, давайте закончим с Хантом. Пойдемте играть в ущербные игры другие. Ну вот конкретно ущербные игры. Догадайтесь, какая самая ущербная игра вообще во вселенной этой. Не, это Overwatch. Ну в CS тоже можно будет пойти. Но Dota тоже, да, супер ущербная. Ну это как бы там... Это общеизвестный факт. Так. Да. Ох уж это дерьмо. Вот если бы в Blizzard были бы нормальные люди в плане руководящего состава и там прочее, которые принимают те или иные решения насчет игры. Блин, как же эта игра была бы намного лучше, чем она есть сейчас на самом деле. Я не знаю. Не, ну казалось бы, да? Сама по себе игра окей, да? Там все есть, стрельба хорошая, там прочее и так далее. Но, блин, хотя бы в таких простых вещах, как, сука, лор,
персонажей и там прочее и так далее. Вот это вот все, это просто, блин, смех какой-то, если честно. Нахера? Вот, типа, новая тенденция пошла в этой игры, когда они добавляют, ну, точнее, при добавлении персонажа, героя какого-нибудь, они добавляют сведения о том, какой ориентации персонаж, типа. Блин, какая ж тупая херня, господи, я просто с этого усываюсь каждый раз. Боже мой, какая тупая хрень пошла. Нереально тупые ублюдки, конечно, сидят в этом Близзарде, я просто охереваю. Небинарные и там прочее. Вот это вот, конечно, просто смешно. Блин, крыса дерьма. Нельзя терять время. Да уж. Еще вот это вот ихние политики насчет добавления персонажей новых и так далее. Старая это как бы, ну, стратегия распространения игры работала хорошо, как по мне. Ну, из разряда типа лутбоксы, как работали. И как распространялись новые персонажи. Бесплатно, просто получали и нормально. И как бы желание к игре растет. Типа возвращаешься в игру, чтобы испытать нового героя. И как бы новые игроки тоже заходят посмотреть. Ой, что такое, интересно. Но, к сожалению, решения тут принимают полные идиоты. И они просто делают новых персонажей платными. Боже мой, как этот крыс меня бесит своим существованием. Была б моя воля, я ему и рождаться запретил. Убейте вы! Ну господи! Не люблю таких персонажей, у которых типа фактор случайности сильно решает. Это типа Ханзо, типа вот красавчик. Просто кидаешь гранату в одну сторону, и люди умирают на рандоме просто. Обалденный геймплей просто. Час расплаты. Публикация речи. Впредь буду внимательен. Точка. Активируется через 10 секунд. Точка возгорания. Нет дыма без огня. Устанавливаю станцию исцеления.
Нельзя терять время. Тут хил какая-то стояла. Я вообще не знаю эту карту. Мой час еще не продан. Это саундтрек в какой-то игре был разве? Я просто включил саундтреки из игр. Плейлист. И вот интересно. А где чиверы, блин? У меня же позади вроде как люди были. Как же тут не хватает мини-карт какой-нибудь, типа. Это очень помогло бы. Типа вот слева сверху, например. Там вообще ни хера ничего не появляется, свободное окошко. Реально супер помогало бы. О, дух лисы, покажи свои когти! Час расплаты. Боже мой, перезарядка. Ой, команда ущербных людей, просто зачем вы Тот свет мне еще раз. по одному где-то подыхаете, твари? Не, ну я, конечно, так же играю. Но, блин, как бы я говорю по делу, блин. Вот, вроде как собрались вместе, но сейчас умрут просто от этого меча. Блин. Ну тут хер что поделаешь. Кал, ёб твою мать. Просто. Да уж, да уж. Лучший момент. По-моему, под конец мои тиммейты уже даже не играли, они просто сели член сосать. Бати своего, блять. Пусть знает. Чем они занимаются в этой жизни. Нет, точнее, ну ладно. В жизни-то они, наверное, чем-то важным занимаются. Даже, не знаю, может, жизнь спасать доктора, а не еще кто. Но, сука, что они делают в этой игре? Что они тут-то делают вообще? Господи. Боже мой. Как же это плохо. Вы прибываете. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Так, окей. Давайте-ка солдат возьму. Солдат как-то получше у нас получается. Точнее, у меня. Катится мир. Надо что-то. Все зависит от хорошего командира.
Ауф. Ауф. Пять, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект. Сделаем дело. Надеюсь, меня, блин, воскресят. Ясно. Отличный выбор, блин, кого возродить. Объект А захвачен. Ненавижу. Ну ладно, нормально. Но у меня уже есть ульта. Герои не умирают. Ульта. Вы у меня в прицеле. Блин! Че так медленно бегает? Я же на спринте, блин. А не легкий бег, сука. Жесть. Сик Транзит Флори. О, спокойная музыка. Найс. Твоя сила растет. Не видать нам славы. Как это дерьмо работает вообще? Ублюдок тупой. Блин. Да ну нахер. Блин, ландшафт говна вонючего. Да... Давай, давай, давай. Найс. Блять, в комнату забежать отличное решение, конечно. Еще бы не забежать ты, когда эта мразь ультует, ну серьезно. Возвращаюсь в бой. Какое же офигенное решение это было.
Ну все, вроде. Час прилива. Завершен. Цель. Счет. 3-0. Смена сторон. Всем нужно за что-то сражаться. Следуйте за мной. Я уже столько раз через это проходил. Глаза не обманут. Рука не дрогнет. Пять, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Покажите свою Себя не найти. Да где вы, суки? Как вы дали ему пройти туда, блин? Охереть! Как это жирная жопа там оказался вообще? кто не падает. Я из тех, кто поднимается. Он что, своим притворился или что вообще? Я не понимаю реально. Ублюдки. Какие же они потный гандон. Вы у меня в прицеле. Ауч. Отлегло. Будьте начеку. Бля, да ну нахуй. Ну ладно, они тут не пройдут. Заложить царей! Внимание! Блин.
Так, назад, назад, назад. Осторожно, нас превосходят числом. Надо остановить группу. Вы у меня в прицеле. Я на задании. Не путайтесь под ногами. Вперед! Покажи им! О, боже мой, у них 3 танка. 3 танка. Дерьма куски. Ладно, блин. Хотите так играть? Давайте так играть. Везде, где захочу. Здесь. Небо сейчас не Неужели дотащат? Хотя у них времени поменьше, чем у нас, но тем не менее. решили Вот это вот меня впервые команда, одолеть. которая Размечтались. как бы старается победить. Впервые. Да как не попал-то? Ну как не попал-то игра? Ну блин, сука, объясни мне, как я не попал. Вперед! Покажи им! Блин, эта сраная крыса меня Снова рвусь в бой! достала. Блин, где-то ходит. Чёрт! Бомбы свои, блин, ёпта, блин. Память. И все. И всем насрать, что он там делает, блин. Охереть можно просто. Какая тупая хуйня. Вот это вот что такое вообще? Вот зачем это вообще добавляют в игру? Какие же разрабы идиоты, блин, вообще конченые люди, блин. Я не понимаю. Господи, короче, после этой катки надо будет нахер выйти из этой игры. Параша игра, блин, реально. Вместе мы сокрушим. Они вот думают, что это забавно на самом деле, но они думают реально, да, то, что в эту игру играют типа люди младшие, там, не знаю, хз, ну типа 10 лет, блин, или что-то в этом роде, что ли. Что прошел? Игра слишком уебищно токсичная и конченая. На зов. Кем я буду? Ты тут, блин, вот так вот стараешься, пипец, как у, Собой. не знаю, как-то закерить, победить, там прочее. Но ты, сука, себя в основном чувствуешь себя максимально бессильным из-за того, что, 4, 3, ну, ты не можешь в одного разъебать всю команду. начинается атака. Сильно все зависит от команды твоей. И это очень херово.
На, сука. Осталось 30. Боже мой. Нахер я дэшнулся. Сейчас эти, блядь, уроды умрут все, блядь. Бля, они немощные гондоны, блядь, они просто все подохли, нахуй. Я это заранее начал говорить, потому что было очевидно, блядь. Я в одного, нахуй, разъебывал всех, и эти уроды сдохли просто. Охереть можно, блин. Ну как так-то, нахуй? Чё? А тут... и ты? Кто там? Враг на прицеле. Ага. О, ага, вот доктора. Ага, вот доктора. Счет. 3, 4. Пять, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Захватите объект А. 3 часа. Надо будет скоро пойти. Вместе мы их сокрушим. Его силам любое испытание.
Бля, Поражение. какая параша. Без смака. Руку. Ты хочешь? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Иди. Ага. Это это. Иди, лишь одна первая. Один, иди, да. Окей. Иди, иди. Да. Да, ты я понял. Да. Папа, видел. Бум-бум. Может, ты захватишься? Папа, видел. Я не один. Ты папа. Что за нахер, господи. Так, сейчас. Ой, давайте на Дасти поиграем. Дасти. Даст. Let's roll. Русский.
машина. Нормально. Окей. Окей. Шорт. Блин. Так плохо-то. Так, как можно вырубить консоль? Нет. На Б никого. Один. Два. Двое. Обалденно. Черт побери. Так. Шорт. Сука. Чё так долго, блин, вообще? Сто 15 пинг. Шорт.
Диффузы покупать надо. Диффузы. Один Б. Второй мид. Ему есть что сейвить вообще? Чао. Блин. Окей. 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 Ну, спасибо, долбоеб. Блин, их разъебали, что ли? Блин, как так-то? Ну почти убил, ё-моё. Один Б, один Б. Да, блять, ну куда ты, сука, съебалась-то нахуй? Помогай, ёбаный в рот-то нахуй. Пиздец, блять. Тёмка. Просто забайтили, долбоём. Я ему один дал, все. Ладно, давай с калаша постреляем. Попробуем показать игру.
А, чисто. Блять, просто даже не в меня целился, нахуй. Два Б, 2Б. Машина. Гондонское животное, блять. Просто. Прикинь, что насчет призраться. Пизда нахуй. О, боже, что? Но сейчас они должны подтягиваться на Б. Правильно делать, что возвращается на... Я ебал. Они настолько ебанутые, что просто продолжают тут сидеть, нахуй. Пиздец просто. Хотя, конечно. Эко. Ой, блядь. В чем проблема вместе выйти, например? И хули все смотрят в одну сторону? Два Б. Бля, я хуею, честное слово. Ставь, ставь. Я в него не попал. Господи, Кинг. Мета ВП аккуратно. Сайт обучен.
Чувак просто вылетел, блин. Охеренно, вы видели, да? Он тупо вылетел нахуй. Он просто услышал, бля, как вот сука, топает нахуй, бежит, блин. Ники-пики лайк. Заебал. Бля. Больно нахуй. Просто прямо стреляю. Вот тут они справа-слева. И он только не знает, кого выбрать, поэтому стреляй по центру. Да. Эко. Не покупайте ничего, экономьте. Тоннель есть. Опять Б выходит. Да вы забирайте калаш, вы чё? Бокс есть. Тиспаун бегут, тиспаун. Суицид. Так, окей. А че где Годот?
Скоро будет. Увлекся игрой, как всегда. Нахуй. Отвлекаешься. Да блять, нихуя не вижу, сука. Ну тогда я потихоньку отвлекаюсь. Надо будет после этого пойти готовиться, реально. Нехорошо. Нехорошо, да, нехорошо. Согласен, согласен. Спорить не буду. Давай в Годот. Интересно посмотреть. А, бомба на миду. Еще мид. Синий, помогай уже. Сидит, блин, писку дрочит. Так. Гадутыч. Сейчас пойдем после этого. Пойдем. Прям точно железно пойдем. Инваси 4 активировал награду за помощь. Чё я делаю, блин? Нормально я их там разложил, конечно. $15 000 уродов, вы гляньте. А че пин кусок, это где играешь? Да я хз, я вроде там играю, где надо. В то же время. А! Пинг, Япония. Ну это нихуя не Япония, это явно какая-то Европа. Не знаю, почему меня покидают сюда. А когда я играл в Азии сегодня в Хант, меня перекидывал такие серваки, блядь, хуй знает. Там пинг 250, 240, типа, это вообще хрень какая-то. Да он у машины сидит просто. Играйте на время.
походу маршрутизация в РТК сломалась. Да ничего, там мутит. У меня несколько дней подряд, где-то 2 недели назад или неделю назад также вот какая-то проблема была с связью. В то время сеть отваливалась. Ну, типа, разрывы связи были. Вообще. Я им еще писал, говорю, типа, такая херня, там прочее, они такие. Ну, я не знаю, что у вас там происходит, но, типа, эта проблема не с нашей стороны. Суицид. Будет Б. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Го в Годот. Да блин, чуть-чуть. Охренеть. Может, кейс лутанем, а потом сразу? Может, что-нибудь быстрое сыграем? Габен подкрутил. Гонку вооружением быстренько. Я чисто кейс лутану и пойдем в Годот. Чисто быстренько кейс лутану. Ваша наименьшая задержка до официальных серверов 120 МС. Ну классно, блин. Четко. Сука. Да, интересно, почему? Ой, бля, что за хуета? Давай не температурь меня, просто запусти игру. Чтобы больше не играл. Ну, Ясно. Го в Годот. ну погоди, давай. Второй этот заход. Все. Сейчас быренько отыграем. Быренько. И буквально, наверное, минут 30 погодотим. Потом я вернусь и продолжим гадотить. Заебись игра. Ясно. Го в Годот. Не, ну тут уже определенно, да. Помойка какая-то просто. Тебе вселенная об этом говорит. Да вообще помойка. Че это было вообще? Че за хуйня? Ну и помойка. Так, ладно.
М. Окей, так. М, Это Animation Player. В принципе, Так, Animation Player. Наверное, стоит это может включить на этом. и вот эти кадры у нас включают за ходьбу. Угу. Угу. Я нажму, отлично. Давайте теперь добавим Так, нод, называется Animation Player. В принципе, Animation Player. мы можем пользоваться анимациями, да, которые мы здесь настроили в Animation Sprite 2D. Но здесь у нас немного меньше контроля над этими анимациями, чем если мы будем пользоваться таким нодом, который называется Animation Player. Нажмем Ctrl-A, напишем Animation. У нас тут есть Animation Player и Animation Tree. Animation Tree, он пока нам не так нужен. Давайте Animation Player откроем. Так, смотрите, Animation Player, с помощью него можно анимировать не только картинки, но и разные параметры. Смотрите, если мы создадим анимацию, ну пусть это будет New Animation, в этой Инваси анимации мы 4 можем хранить не активировал только награду за спрайт, 10. а какие бы то ни было другие параметры. Вот видите, появились ключи. Везде, где есть ключи, это все мы можем анимировать. То есть, допустим, мы даже нажмем на камеру, нажмем Animation, и даже настройки камеры мы можем анимировать. То есть вот таймлайн, М, если на нуле поставить, допустим, значение, да, какой-нибудь зум 2,4, нажать ключ, он его запомнит, и переместиться на какой-нибудь другой кадр, и снова поставить ключ. То есть, проигрывая эту анимацию, наша камера будет зумироваться за период времени, м. который мы укажем в таймлайне. То есть, поэтому это гораздо более мощный инструмент для анимации. Также мы можем добавить... Типа это для создания катсцен нужная тема, типа. Хотя, ладно. сюда все анимации, которые мы сделали здесь, в нашем Animated Sprite 2D. Тогда это не обязательно делать, я сейчас это сделаю больше для примера, но тогда у нас появится контроль. Вот, то есть мы добавим сюда, допустим, анимацию атаки, да? И в этой же анимации мы сможем добавить какие-то новые параметры. То есть, допустим, что к концу анимации мы можем сделать, чтобы анимация давала сигнал, что она закончилась и так далее. Мы это сделаем больше для примеров, но возможно это нам в будущем пригодится. Чтобы создать здесь анимацию, мы нажимаем, вот, то есть мы сначала создаем анимацию, давайте ее переименуем, здесь rename, допустим это будет Edit. idle, да? Создадим idle, потом идем в animate. Погоди. Погоди. Sprite 2, да? Допустим, это переименуем. Rename. А, Допустим, это будет idle, да? Создадим idle. Потом идем в Animated Sprite 2D. угу, Выбираем здесь idle. Нажимаем снизу Animation. Теперь мы нажимаем здесь на ключ, где сама анимация сперва. То есть мы сначала должны указать, что именно мы сохраняем, то есть что именно мы хотим анимировать, да? Мы хотим анимировать анимацию. Он запомнил. Теперь на нулевом кадре
мы ставим нулевой кадр анимации, то есть нажимаем здесь ключ. И тем самым он запомнил здесь кадр анимации. Здесь мы можем настраивать сразу шаг анимации, то есть 0,1 кадр в секунду. И он автоматически будет переходить на один шаг вперед, когда мы добавляем ключ. Здесь мы переключаем на следующий кадр, добавляем ключ. Переключаем на следующий кадр, добавляем ключ. На следующий кадр добавляем ключ. И так до конца анимации. 5 кадров. Потом мы должны обрезать эту анимацию. То есть, видите, вот, то есть таймлайн, который закрашен серым, это продолжительность нашей анимации. Сейчас она длится 1 секунду. Но так как у нас кадра хватило только до 0,6, то есть вот эта продолжительность анимации, мы здесь пишем 0,6. Нажимаем Enter. Все, наша анимация обрезалась. И в целом это вот готовая анимация, которую мы можем потом использовать в скрипте. Этот вариант, конечно, стоит запомнить, как этим пользоваться. То есть мы выбираем сначала, что анимируем, и потом конкретно каждый кадр и каждый параметр. Только я вот не понял, как это работало у него. Он запомнил здесь кадр анимации. Здесь мы можем настраивать сразу шаг анимации, то есть 0,1 кадр в секунду. И он автоматически будет переходить на один шаг вперед, когда мы добавляем ключ. Здесь мы переключаем на следующий кадр, добавляем ключ. Переключаем на следующий кадр, добавляем ключ. На следующий кадр добавляем ключ. И так до конца анимации. Тут 5 кадров. Потом мы должны обрезать эту анимацию. То есть, видите, вот, то есть таймлайн, который закрашен серым, это продолжительность нашей анимации. Сейчас она длится 1 секунду. Но так как у нас кадра хватило только до 0,6, то есть вот эта продолжительность анимации, мы здесь пишем 0,6. Нажимаем Enter. Все, наша анимация обрезалась. И в целом это вот готовая анимация, которую мы можем потом использовать в скрипте. Этот вариант, конечно, стоит запомнить, как этим пользоваться. То есть мы выбираем сначала, что анимируем, и потом конкретно каждый кадр и каждый параметр. Но пока что давайте эту анимацию удалим. Нажмем Animation, Remove. Окей. Давайте тоже все удалим. Я покажу вам более простой способ это делать. То есть этот способ вы по-любому запомните, как в целом создаются анимации. Так, я хочу показать вам более простой способ переносить ваши анимации из Animated Sprite 2D в Animation Player. Для этого мы должны открыть библиотеку ассетов, Asset Library. И тут в поиске вбить Animated. Тут у нас есть Animated Sprite to Animation Player Converter. Выбираем его и устанавливаем. Да, Install. Он добавляется в наш проект. Здесь в аддонах. ES2P. Все. Идем обратно в Player, в 2D сцену. Теперь, чтобы этот плагин заработал, мы идем в Projects, Project Settings, вкладка Plugins. Тут у нас появился новый плагин. Нажимаем здесь Enable галочку и Close. Теперь обновляем сцену. Нажимаем Animation Player. И тут снизу справа у нас появилась кнопка Import. Нажав эту клавишу, он берет наш Animated Sprite, все его анимации и создает анимации уже в Animation Player. То, что мы делали с вами до этого. Нажимаем Import. И вот все анимации, которые мы добавили в наш Animated Sprite 2D, он перенес их сюда. По тем же правилам, которые я вам до этого показывал. Понял. Да, теперь мы спокойно можем ими пользоваться. Это все, что касается Animation Player. Дальше переходим в скрипт. И здесь давайте в начале onReady, где у нас был var, где мы привязывались к Animated Sprite 2D, давайте сделаем привязку еще и к Animation Player. Так, сделаем то же самое. Давайте здесь покажем не к ним, и привязка будет у него к плееру. Да, аним нам понадобится там, где мы будем флипать нашу картинку. То есть здесь у нас, везде у нас флип идет.
Что это было? Мы используем, то есть здесь у нас везде у нас флип идет. А, это у него на видео. Я уж подумал, опять кто-то в Дискорд зашел, типа того. Мы используем аним. А везде, где у нас проигрывается анимация, давайте использовать аним плеер. Аним плеер. Погоди-ка. Привязка будет у него к плееру. Да, А, он просто объявил новую. Угу, понял. Так, объявил анимплеер, привязал его к анимейшн плееру ноду. ним нам понадобится там, где мы будем флипать нашу картинку. То есть здесь у нас везде у нас флип идет. Так, Мы используем аним. А везде, где у нас проигрывается анимация, давайте подожди-ка. Elfif вот туда. А везде, где у нас проигрывается анимация, давайте использовать аним плеер. Аним плеер. Аним плеер. Аним плеер. Аним плеер. Все, мы заменили Animated Sprite 2D на Animation Player. Там, где у нас проигрывается анимация. То есть У прям Animation везде. Player есть точно такая же команда Play. Она воспроизводит анимацию. Давайте перейдем к State Machine. Ну, это будет один из вариантов State Machine. State Machine — это механизм, который отвечает за переключение состояния игрока, ну, состояния. Она воспроизводит анимацию State Machine. State Machine — это механизм, который отвечает за переключение состояния игрока, ну, состояния. То есть в данном случае нашего персонажа. То есть у него будут несколько состояний. Их мы можем в целом по анимациям распределить. То есть сколько у него анимаций, столько, в принципе, у него, наверное, состояний будет. То есть у него состояние есть атаки, состояние комбо, состояние айдол, состояние бега, ходьбы и так далее. Мы это делаем для того, чтобы, во-первых, структурировать наш код, чтобы здесь не захламлять его все подряд, чтобы было все понятно и четко. А во-вторых, это нам еще и упрощает задачу. То есть вот, допустим, да, смотрите, у нас тут совсем все было просто в коде, поэтому мы здесь такое не применяли, никакой state machine и так далее. Но у нас была помеха, то есть видите, да, у нас анимация, когда вот я делал анимацию прыжка, она не срабатывала, потому что перекрывалась другими анимациями. И State Machine как раз вот эти все вещи он тоже устраняет. То есть нам не нужно будет дополнительные условия искать, что velocity y должно быть нулю, только тогда мы проигрываем idle. Это все, в принципе, не так уже будет важно, потому что за это будут отвечать уже отдельные состояния. Надеюсь, хоть чуть-чуть понятно объяснил. Если нет, то спрашивайте в комментариях. State Machine бывают разных типов. То есть люди их по-разному создают. Кто-то делает все в одном коде, в одном скрипте. Кто-то создает вообще отдельные ноды под каждое состояние. И потом посредством кода он перепрыгивает. То есть у каждого этого нода еще отдельный скрипт. И из головного скрипта мы просто отсылаемся к тем скриптам, когда у нас состояния меняются. Это для еще более сложных проектов, наверное, подходит. В нашем случае же я буду... Ну, хотя, с другой стороны, это, наверное, толково. Так отследить те или иные баги, наверное, легче. Конкретно. Да, это, наверное, создавать state machine прямо в нашем скрипте. хорошо. Давайте начнем. В самом начале я создам список состояний. Я пишу enumerator. То есть тем самым я сейчас буду писать
названия состояний, но в действительности это будут цифры от нуля и выше. Допустим, я пишу заглавный idle, запятая, move, запятая, attack, пишу attack 2, attack 3, напишу блок и слайд, допустим. Это наши статусы, которые будут переключаться. И они будут работать только одна за раз. То есть, допустим, если он находится в idle, то все остальные, соответственно, состояния отключаются, становятся недействительными. И также со всеми. То есть, когда он атакует, на него уже не действуют вот эти состояния. Теперь под каждое состояние мы должны создать функцию, которая будет включаться. Ну, для начала давайте сделаем вот что. Идем в Physics Process. И в Physics Process мы создадим такую штуку, которая будет постоянно сверять, какой сейчас у нас статус. И, соответственно, статусу включать определенную функцию. Напишем match state. State это переменная. Мы ее еще не создали. Давайте здесь под долларом зададим ее. Var state равняется. Изначально пусть она будет равняться idle. Нет, состояние idle, наверное, нам не нужно. Да. Так что у нас наше основное состояние будет состояние move. Движение. Это изначально state будет равен move. Match state и ниже мы пишем состояние. Допустим, первый будет у нас move. И пока что напишем pass. И также со всеми сделаем. Move так. Pass. Pass означает, что просто, то есть идет у нас, да, вот Physics Process по строкам. Программа бежит. И pass означает, что просто пропустить и идти дальше. То есть ничего не делать. Так, 2. Pass. Что там было? 3. Блок. Pass. Слайд. Блок. Да. Pass и слайд. Тоже pass. Теперь вместо пасса мы сюда будем вставлять функции. Но для этого надо сначала их создать. Что касается move. Так, гравитацию мы здесь оставим. В Physics процессе. Дальше у нас идет... Так, давайте прыжок пока полностью удалим. Не, он мне нужен. Удалю. Дальше идет у нас... Ну хотя, кстати, если тут есть это move attack block slide, то да, также jump стоит добавить. Это будет правильно. Вот сам непосредственно move. Да, если у нас нажимаем туда-сюда. Flip мы тоже здесь оставим. Все. Вот это у нас код, отвечающий за передвижение. То есть мы стоим, либо двигаемся. Я его вырежу, Ctrl-X. И теперь внизу, под всеми под функцией Physics Process, я создам новую функцию. Назову ее move, нижнее подчеркивание, state. Погоди-ка. Сейчас подойду-ка. Так, я подойду.
Души-то. Это работа. Господи. Скобочки, двоеточие. И сюда вставлю код для нашего передвижения. Ага, direction тоже здесь, да? Угу. Так, ладно, direction, тогда мы, то есть flip мы тогда тоже сюда вырежем. Блин, он что делает-то? Переносит коды функции. Тогда... По идее, это тоже должна быть функция отдельной. А как он это делает? Он просто так же и в дирекшенами все закидывает и там прочее. И он просто объявляет func move state. Ладно. Func move state. Так, move state. Left, right, left, right. Вот он. Они равно. Все. Он просто все. Вот это вот закинул. Буквально. Весь этот сюда. Раз. Потом он забрал дирекшена. И также это дело все. Подожди. Блин, сейчас, погоди-ка. Неправильно скопировал. Вот так вот делаю. И вот так вот. Или подожди. Так. Угу. Потом это берем. И закидываем сюда. Так, все. И вот эти ненужные строки я удалю. Теперь у нас в основном переключение статуса выдается в физик процессе, да? Гравитация. Так. Гравитация, вот она. Прыжок. Дай-ка таким же образом сразу прыжок добавлю, чтобы он мне глаза не мозолил. Пункт. Наверное, jump state. Тупо. И беру прыжок. Вот он. Оп. Удалю это все. И добавляю сюда. Погоди, а var state
А, я не дописал тут move. Блок. И переход на сцену меню. Но перед этим давайте сделаем anime player. Точка. Анимация смерти. Так, вот. If health меньше так. Равняется нулю. Anime player. Play. И тут у нас есть des. Des. И чтобы анимация успела проиграть, нам нужно сделать, чтобы программа ее подождала, прежде чем самоуничтожиться. Для этого мы пишем await anime player .animation finished. То есть теперь программа подождет, пока анимация не проиграется до конца, и только потом самоуничтожится. Давайте откроем animation player 2D stream. Подожди. Давайте откроем Anime player. Точка. Animation. Finished. Стоп, что? animation player, и только сделать с этим будет. Я Тут максимально перепутал. Супер попутал. и переход на сцену меню. Но перед этим давайте сделаем anime player. Да, вот. Все. Точка play. И тут у нас есть des. Des. И чтобы анимация успела проиграть, нам нужно сделать, чтобы программа ее подождала, прежде чем самоуничтожиться. Для этого мы пишем await Wait. anime player .animation finished. То есть теперь программа подождет, пока анимация не проиграется до конца, и только потом самоуничтожится. Давайте откроем animation player 2D stream. Откроем анимацию смерти. Так, она у нас не зациклена. И скорость, скорость, в принципе, нормальная. Давайте посмотрим, как это... мы пока не можем умереть, потому что у нас врага нет. Хорошо. Потом протестируем тогда. В смысле потом? Вот. Так, скелетона надо сделать побольше. Так, побольше. Ну, что-то он здоровый какой-то получился. Так, давайте 1,5 ему сделаем. Ну, давайте 1 из 7. Вот. Рост нормального челикса. Так, пониже опустим. Так, окей. Давайте размножим этих скелетонов. Раз.
2, 3. Пускай будет 4. Так, меня уже И стрип. давайте позырим, как это будет работать. Ошибка. Не нашел путь. Ну, это странно. Если честно. Так, ща. Ну, видимо, так. Так, окей. Ага, все, запустилось. Ну, да. Ладно, короче, проблема какая? Из-за того, что мы немного скрипт изменили. Animation Player, короче, дерьмово работает. Чел у меня просто завис. Ну-ка, ну-ка. Завис. Это связано с Animation Player. И тут проблем в том, что... ну да, я еще и забыл... Fuck. Прыжок добавить. Хотя погоди, func jump state, но он есть. Input to jump. Ну-ка. А что за проблема с инпутом? Так, вот. Jump, пробел, да, все есть. Но он почему-то у меня не хотел прыгать. Move state. State move. А так. У тебя space с большой буквы. Так это вроде не влияет здесь конкретно. Здесь конкретно не влияет, по-моему. Ну, то есть вот тут space. Это вот конкретно вот physical key code. Keyboard space. То есть все правильно тут. В коде с маленькой? Ты о чем вообще? Блять. Как ты завис-то, я не понял. Так, интересно. Блять, че за нахуй? Да как ты могла зависнуть? Это каким образом? Причем он как будто бы работает. Какие клавиши могут мне помочь? Тем, чтобы... Как будто бы, короче, программа подумала о том, что я что-то закрыл. Точнее, вот он завис на том моменте, как будто бы думая, что какое-то окно открыто, но оно по факту закрыто. То есть вот это вот все неактивно, а впереди стоящее какое-то окно якобы активно. Что такое? Вот это... Вау! Вот эта хрень, она вот тут в углу была. Обалдеть. Так. Jump.
Jump. Ну, все правильно, правильно. Вот у меня jump с маленькой, и тут с маленькой. Тут я не пишу пробел. Вот тут вот. Вот input, a section just pressed, jump. Вот он смотрит по этой теме, какие тут вот имеются действия. И вот я тут пишу jump, и все. И тут далее вот, типа, если он на полу, типа, на земле, тогда он должен прокручиваться. И тогда должна еще срабатывать анимация jump. Ладно, давайте дальше смотреть урок. То есть, что это как-то странно выглядит. То, что он у меня вообще неправильно Я работал. хотел добавить ему ходьбу. То есть сейчас, если мы нажимаем вправо-лево, он сразу бежит. Но я хочу, чтобы он у нас мог ходить пешком. Да. Так, я забыл добавить кнопку в Walk. input map. Нужно добавить команду run. Run, и я назначу клавишу, Ну, кстати, тут еще слайд мне бы надо добавить. Слайды. Пускай будет на S. Давайте тут еще дополнительно поставим другие кнопки, типа влево, тут вправо. Так, экшен будет вверх. Также прыгать на пробеле все еще. Атака от шеи пускай. Так, слайд вниз. Окей. Ну он еще хотел добавить волк. Волк. Подожди. Он имеется в виду... он run хотел добавить, да. Тогда это будет run. И у него есть shift. Чтобы бежать. Да. Окей. пусть будет alt. Alt, окей. Close. Теперь смотрите, я хочу, чтобы Погоди, что? run, и я назначу клавишу, пусть будет alt. Alt. Alt, окей. Close. Теперь смотрите, я хочу, чтобы Жестко неудобно. если мы нажимаем на право-лево, у нас персонаж двигался с определенной скоростью, да, то есть, допустим, вот у нас тут 300, делаем ее 150. И если мы нажимаем на кнопку Alt, тогда скорость увеличивается, скажем, с 1,5 или 2 раза. Пусть будет в 2 раза. В общем, будет. Ну, экшена, по идее, еще нету, так что можно удалить, в принципе. А слайд, в принципе, можно было бы не S, но это как-то неудобно, я так подумал. Пускай будет Ctrl. Ходить и в 2 раза быстрее бегать. Давайте создадим переменную. Здесь var. Назовем ее run speed. И пусть она будет изначально равняться единице. И здесь, в move state, где у нас velocity direction умноженное на скорость, также умножим ее еще и на run speed. Ладно. Надо
Короче, приду, продолжим. Мне сейчас надо бежать. Короче, что-то я сегодня херню сделал. Слишком долго играл. Но, короче, как приду, продолжим обучаться Годоту. К тому же я, скорее всего, буду вдохновлен обучению, изучению. Да. Пока закончим. Перерыв, можно сказать, часов на 3-2 примерно. И я скоро вернусь и продолжим. И продолжим. Так, все. До свидания, ребята. До свидания.